Салам алейкум, подписчики, это продолжение это видео насчет поста. Это мы пост называем, это вот который мы, это, ну, с утра как это мы кушаем, и вечером как ее зовут. Откроем. С утра это утром покушаем, держим пост, с восхода солнца до заката, это как солнце, правильно? А это в медицине это называется, это как это интервальное голодание. А в медицине это делится еще это на два это вида, как это голодание, сухая и как это влажная. Знаешь, это мусульманский пост, это сухое голодание. А вот влажное, это как это христианский пост. Христиане, они же пост держат, они кушают что-то и не кушают что-то. Они же как это, не как мы, они, что с утра до вечера не кушали. У меня есть христиане знакомые, они сказали, что они это с утра до вечера, они как это не держат, они кушают, они что-то мяснее не кушают, что-то не мяснее, это вот это особо не помню, но они кушают где-то что-то и не кушают что-то. Вот это называется у них это влажное, это как это зовут, голодание. Влажное голодание, когда человек, даже это не влажное голодание, а христианский пост это не влажный, потому что в медицине влажное голодание человек не кушает ничего, просто пьет воды много. Или в сутку один раз кушает и пьет воды много. Днем кушает. Не как я, после этого заката солнца. Вот это пьет только воду и не кушает днем. Только вечером один раз или утром один раз. Вот так. Это влажное голодание. А христианский пост это не считается ни сухое голодание, ни влажное голодание. Потому что они кушают что-то и не кушают что-то. А мы, мусульмане, не кушаем, не пьем ничего. Это с утра до вечера. Это вот видите, как это разница между пост наш мусульманский и это христианский пост. Если кто-то смотрит мое видео христиане, пожалуйста, пишите в комментарии, как вы держите пост. Мне очень интересно. Они рассказали, я не помню, что-то они это кушают, потому что они кушают это. Они сказали, да, мы не как вы. Они мне задавали вопрос, я сказала, что мы не кушаем. А мои знакомые христиане сказали, мы так не держим, мы кушаем что-то. Они сказали, я не помню. Ну, пишите, пожалуйста, в комментарии, что вы кушаете, что вы не кушаете во время поста, это христианский пост. Сейчас у них тоже идет это, какой-то это, священный тоже месяц, как у нас мусульмане, правильно говорю? Если да, пишите в комментарии, да. Вот. А вот в медицине это сухое голодание, что не кушают это и не пить с утра до вечера. А влажное голодание это не кушать, просто пить с утра до вечера. Вот так. Поэтому это пост, который я держу или мы держим мусульмане. Это лекарство для это как наши, как это болезни и профилактика тоже для нашей это болезни. Да. Почему так говорю? Потому что пророки, да, сподвижники, вот которые следовали этой религии ислам, никто из них не болели онкологией. Не болели онкологией. А наш пророк, салам, есть хадис, что иногда у него голова болела и сделали хиджаму. Вот головные боли у них были, какие-то болезни были, да. Вот онкологические заболевания у них не были. Поэтому я вот это решила сказать, что это пост, это лекарство для это всех болезней и профилактика тоже это для этого наши болезни, которые люди как они правила, это как это болеют. Поэтому вот так я читаю, еще как развиваюсь, еще в медицине как это считается, что как это держать пост, как это полезно пост. А, кстати, еще хотела добавить, это вспомнила ученые, это японский ученый, который получил Нобелевские это награда, Ясири Асуми, это имя, так правильно, по-моему, не говорю, Ясумири Асуми, вот так зовут его. В 2016 году он как это получил Нобелевскую премию. Он это, на основе чего он это получил Нобелевскую премию? Он лечил свои онкоболезни люди при помощи голодания, при помощи это как это интервальное голодание, как мы говорим пост. Он лечил так. Он это лечил параллельно с химиотерапией и держал их в голодании. Даже он это, как это утверждает, что в год человек должен это голодать 4 недели. Да? 4 недели. В течение года 4 недели человек должен как и голодать. Потому что когда человек голодает 4 недели, как это онкологические это клетки, это наш организм, да, раковые клетки,
они это не найдут топливо, потому что они живут это за счет топлива. Топлива нету, что они это кушают? Они голодают, потом они умирают. Да, умирает, и человек, который болит, это онкологически болит, он как это лечит, поправится быстрее. А представьте себе, если человек, он, который держит пост, да, не будет болеть никакие онкологические заболевания, иншалла. Как это наш пророк, посланники, наши как сподвижники, которые они как это следуют нашей религии. Следовали, следуют и будет следовать нашей религии, иншалла. Вот. А это американский, как это тоже, это доктор, имя не помню, не могу сказать. У него тоже в Ютубе есть это видео. Тоже он говорит, что человек, если не может это голодать интервально, а есть еще все голодания такое, он тоже говорит, что 3 или 5 дней, это как это уменьшат это наши рациональное питание, это как это белка и жиры, и углеводы это уменьшат. В течение 3-5 это дней в неделю вот надо уменьшать. Если кто не может это держать или бытовое это интервальное голодание. Так что вот так, дорогие подписчики, в моем сайте, в моем канале вы получаете только это полезные это информации насчет здоровья человека. Как будьте здоровы, держите себя это, пожалуйста, не болейте, если кто-то болит из вас, скорейшее выздоровление. Если кто еще болит какие-то серьезные, скорейшее это поправление. Пусть Аллах это дает исцеление, это исцеляет это, кто болит из моей это просмотра, подписчик, пожалуйста. Вот. Так что вот такие, как говорят, полезные мои информации для вас. Благодарю за внимание, за вами ставить лайк, пожалуйста, и поделиться.